Маугли. Ракша. Filmez uzbudkan podpis Kazanishkin studiya shu sutmushi o'qmuslarniki yarin. Dublyajning rejissyori Kondrat Yukhov, звукооператор Хабиб Мингазов. Ролисту Дмитрий Шудов, Валентина Загуляева, Геннадий Соловьев, Евгений Андреев, Леонид Баженов, Фаина Будина, Иван Кудрявцев, Вячеслав Байков. Сценарий Удмуртского береклис Герман Годырев, редактор Гай Савин. Мультфильмы балада маргалады күш парен шудокат. А вот именно диалог мет промосшуса күши сосушало. Вот Маргарантрочку они всегда артистиос, не профессиональный майен портовому колу, а профессиональный шумы. Күши парановый профессиональный голос, и просто бытовой голос. Профессиональный голос буквально 20% от Надя Слудочка, артистиоз, телеведущий, соратор, лесмар, а остальное это не бытовой парень грачку. Марк сослан портовым субботи. Чем отличается профессиональный голос от бытового голоса? Чем раз? Более по-простому пирачка бытовые, потому что на сцене выразительный вес, громче, четче слова произносят. А в бытовом, как монодиалог, и то не точку ставишь в конце предложения, а как запятую, чтобы Гетес продолжил, может быть. Диалог, вообще артист, актер, как действующая линия вообще, да, перевод. Актер, действует как. Окей, актер сцена лапотей, просто кулзавера, не профессиональный театр нашел, кулзе аливеран, кулета не солоса, кулзавера скошкис. А профессиональный театр, нужно было как раз актер не мачки всегда было действовать как. И вообще к сотуш живой лое, кукесо действовать как. Таняшнос, например, лоном кашпирашком. Танишон. Вадим. Танячил кучевого нашим бережком. День бор. Что и дети будут говорить? День бор. Тань песен, что мы день бор. А что мы сочетвером уже день бор. А что мы с вами на чей кучевым, например, я вспомню, как мы организуем. Слышала. Добрый вечер. А сейчас рассматривать, короче, блин, откуда это отхватила она эти ботинки? Что такое? Откуда только она деньги нашла? И это все входит туда, в это. Добрый вечер. Оценила, да, и столько там краска появилась. А то они и пьесы английские «Добрый вечер», потому что там лыски, пишут, шло любительское, и вообще «Добрый вечер». Это ни о чем. Диалога не произошло. Своими артистами супертемпо, поки сцена була потеки, були одної действовать кылын. А сокыл интонационно, что вот чебер мне интересно мед лошуса, а я ощущаюсь ужалом. Малпалом,
всякое, например... Ну, что? Давайте Али повторять каждый моншеры. Мон обик кылверам. Анай. А ты, Ваня, доверяла да. Почему он интонацию набирает, ты просто повторять каждый. Они можно очень не просто Анай. Мышцы врачком. Анай. Ты, ну, добрый. Анай. Добрый, боже, подыгна. Анай. 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 А че кышек портем леко можно со обиколесик верно об интонация, ну как вы имеете. У Щектани есть ведючка, вот то же самое. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. И это интонационно можно разыграть. Дючанин награла я по-разному. Ты очень колборку нужно куда качки или это все в основном новички? Я вообще обалдела, что занятия с нами башечком текст и уже свою жешку. Да, бывает. Текст лос интересно соку, кукета анимал, блин, мультфильм «Научки друг». Вот такие. Вау, савера, шо, тигр. А так он гион. Каждый аслас образа. Но если кисос обогенозы гердяшки, просто каждый из образов на вышматиске, монтажи, а с диалог успазыки узлуки. Сцена ускылды. Конфликт узлу. Сен кулер котькуно квын ужаны. Чтобы сцепка маркиный глаз. Тунвера. Соборды иньет пармалом катыз он. Сос гердяшко гынензы. Сокусо интересного сцена была шудон артист слан. Артист еще образ, конечно, куда гадно было. Если, что, например, образ, ты гуртуночку, например, или, ну, котрады окружающие, ставишь куда. Что образ? Нам там соседки вам гуртам. И ворвал на тысячу. Вот представляете, всегда же солнышко варит с шеи, солнышко в образе, и вот сразу же образ кудения, куара, ашмелен внутренний мир. Кажи, вот куара пыр, ашмиос, мар ашмелен пушкам вань, как вот он, балан ясмын, шадан ясмын, психологическую, что уверенность, неуверенность, судын вот, кажи, мар пушкам вань, куара пыр, ашмиос, тогда в внешнем мире возьмачку машмеды, дучерную мухтану кушкенец, ну, балан, веран пушечка вообще. Это вот наш голос, это наш внутренний мир. Если там есть какие-то неуверенности, если кому-то в детстве, может быть, говорили там, не ори, не кричи, ну как бы тихо, то у человека вот эта вот горловая чакра, которая отвечает за социум, за проявление себя в социуме, то она может закрыться. Человек хочет говорить, но голос не проявляется. Голос ушел в себя глубоко. Хотя от рождения младенец, когда рождается, он звучит всем телом. Он дышит всем телом. Он дышит правильно животом. И вот эта вот сила звука теряется, пропадает с возрастом. Где-то там родители, учителя, друзья, одноклассники вдруг что-то посмеялись. Или что-то сказали вот из той же серии, да, не кричи, не ори, будь тихо. Может быть, кто-то там, вот я помню, когда я у доски что-то пыталась отвечать в младших классах, кто-то хихикнул в классе. Может, они между собой хихикали, но я подумала, это надо мной. Я с тех пор замолчала, я просто сказала, я у доски для себя решила, я у доски никогда не буду отвечать. И почти так и делала.
просто молчала, как циркс. Не услышите от меня ничего. Потом с возрастом уже все это начинаешь работать и начинаешь понимать, что сколько же я упустила. Поэтому в этом случае, Таня, если удмуртейка опять в шоке, щодо мёсты, аштелеш уштенукуле. Психологически вот со барьер ёс, вождашкон шам, удмуртёслен еще вайншина, куке удмурт пяшвет лыс тренинги чучу, сатановки на Също мон удмурт сөйнек мна бизнес огнен и вообще улонен у нас не уродшадышко. На что? Ну, шучку, подождите. А мало вот удмуртлен кышкена ашмлен менталитет мы, кышки пыраш. Но если кету шапоноки, Азербайджан калке, сос какой планета келя, сос потом на ресторан, что за овощной магазин, потом на бизнес, что за сослен акценты, вот многим углюк это вообще сослен язык углюк. Но малки наши нос удмуртес, качка не сши, ну понесу, удмуртус. И кипрашком. И представляете, они кипра самым возьмачком удмуртес. Качем нам говорили? Вот вождашком пьем. Мгор ашмлен, мгормун ворсашке. Ашмёс, дамяш цеврашком пьем, он удмуртуса. Ты бурмо опять уштишке. Вот, оши трань квараен ужаку, оши квара золпоте, куке дамяш цеврашко дасте. И оши вождашком пьем, сокоракочки пьем, и да, меня зовут Татьяна. И вот что из этой серии. Сыник, со вождашкон шамёсты, в общем, даже малпашконоки, вот они удмуртёслен ведь тоже ше и Марьюсы, Маркевичи, вот дамяшкмон ашмлен и Марьюсмон. И сос чариш малпашкоки, сос сами представляете, вождашкон и Марьюс нечто. Вишки, Марьюс божит, и Марьюс божит. Ашмлен и Марьюсмон, так финогорско дунейший Марьюс. Значит, потому что величайшие боги, они такие же мощные, великие, и стыдиться и говорить о том, что я удмурт, и я стесняюсь быть удмуртом, это уже ничего хорошего не дает. Вот. Смотрите, каким образом, как вы думаете, на голос что влияет в первую очередь? Чтобы голос был сильным, сочным, звонким. Дючанин может правильно, может удмуртен. От чего зависит голос, основа голоса? Молодец. Максим? Так. Ну, уверенность на желудок, куда остаток кварает, и малпан лепсат, но уверенность, куда, чтобы вираж канал. Кваш. Ну да. На самом деле, уверенность борда нужна никуда. А уверенность потекотыш. Тани даже обогдающим даже под сагарашки такие, господи, уже уверенные беслоды. Но опять же, триад ашталенса поздулоса. Они ачия. Бурты, адями улочка такие, господи, на танчим ягод, ты ведь он шаплыш, Марку те учить прашкоду, потому что тут шкодыни. Кыш момент попусты, сеструсты, Марку кыши сосбираласы, ты угобдес тут шкоды. Собери под шкоды, ты гуртады, школаевец шкоду, тут тоже ты шаплыш шкоды. Но сопинал тайм города луктыки, город шоры, вот очень шкоду. И сегодня тани господи первый врач саушу владу собрали уже где публикашен потом собордыш печи бамушлёс вещеса уже это не уверенно исходное. А то, что Верат, Максим, Шунер, Веранинда. Максим Верас, земно Шунер, Кварапоте, Баджин, Квара, и со Кварала уверенность, что это, конечно же, дыхание. Шокан, Шонер Шокан, а Шунер Шокан, это что? Это диафрагма. Ну,
Ну, суартис лусалкуша, солодичкетная, нерлуков же сын пре, ну вот, понимаете, байца то да. Кручана мра, ветлы деликат, что точка. Ну, финалдерге критичковал, собере разным сценарий потачковал, но все равно кудесо, и веряешь коробочек, и куски учка на видео, где лишь то, решение шукано, и мы балаем шанером шуточка, шуса и шукан его штив, который стимулируем, шукало сушение тем, куски гачами, шицками, Ну, вот Зелзен Вайнзон, хорошо, не раз. Acele, cuche, așinelăm mai легкостно. Со легкостно тайниски вырен стоит че ключица особенно обшаролын, начнем стать гны шукашку. Тачи шукчиком гны я же чуркать гны грачком воздух ухты машин. Тачи гны парамты. Машин бай тайни легким бачим, ты так чуешь прямо легкий станет. Да на полные легкие, пусть уже скажу. Дышим, вдох берем. То человек тогда бывает легкий там бры. Тогда ребролы, куски ощущены диафрагмальная мышца. Тогда диафрагмальная мышца, сотворот кого, котлеш легкий стоит. Сорифе висят. Сотань куполообразность, что они ушорились, а что мы так чего нашу кашку писать, куполообразность, что крылья без движения. И куки аж мы шунер шукам кускачком, со диафрагма, что онлайн башки да не шокчком, прям катын шокчин было. И диафрагма вообще с тебе коты, кот бачим действует, но зато на полное, вот как раз дыхание животом называется, диафрагмальное дыхание. Мало тогда диафрагмальная мышца, но ты накладываешь забыл, да? Марбордыш подоквара. Кручащий след без диафрагмы, тогда диафрагма ты, кручаны вообще в углу куцкана. Первый не куцкичкон, кручаны тайма тоже веточкон шацканки. Он всегда кручаны шацканки. Какие тренинг башкоки, он всегда Юрий почти на дышецком прыжком, чтобы финал выступил дышецкий смел мой шагу. Я начала. Диафрагмальная мышца, суе хоть коня пресс качаете, хоть коня тренажерки делаем, диафрагмальная мышца для ощи кулос и сатек. Сотонаван Юрий упражнение. И вот Али мог делать упражнение с тывучмато. Буквально Али, шиндес можете кунны, но пока играло, мало упражнений. Дыхание по квадрату, голос нам сумка. Машина ям доски, либо, тобто не колебался. Доска. Почему доска? Ага. Тывучмато. Дыхание по квадрату. Куда мы давали? Сейчас тогда доска не нужна. Ну, квадрат суммар, когда все стороны равны. Вдох, 4 счета. Ну, сейчас почему. Вообще диафрагмальная мышца сейчас. Да, ребра распределяют. Здорово. С диафрагмальной, то не дерматроса, диафрагмальное, диафрагмальное дыхание бордонжана, а соберите, что диафрагмальная мышца мало полена, а дыхание бордонжана. Есть какие-то парадоксы, что щебер осшабачим доступен. Адвайнус шеф. Шоколада овощ. И мои уже. Еще раз вниз. Батлер.
голосовой связкой, детский дань бытовой, выбираешь на В основном голосовой связка была нуждачка машинёс. Голосовой тента соспучишь, значит, мышцу шум И тем, если ке пора буктему на волке, тем со связка с гне вирачка сада, но если ке вирачка сам, вот со тем дальше, нам пора его сам. Вот. Там делятно, если ке кручаны, ну диафрагмально мышцы нужам на волке, когда дарали, скажу, дарали что-то, дарали лили. Чего? Ну, в общем, Анчела, там мы что сангана, там голосовой парал, если я голосовки, то они тентаешь не даешь пса. Но что туж опасно, какие связки вы не даешь кны, со связка с че дырвой, какие со даешь кны, пускай еще за очередь ты на кем он, вообще ты та связка с нам устчидавать. Монсосты, та связкости, монсоком писачки, потому что мы уже диафрагмальные мышцы. Где нам диафрагмальные мышцы уже на куцке, прокачаны, что мы изучаем ряса, то мы нам пентатын связку вообще задействованы буквально на 20-30%. Мон ужашко тента мышца будет. А давайте начнем с дыхания по квадрату, чтобы ты не чудовый массу диафрагмальной, массу с диафрагмой. Они, например, дыхание по квадрату верчик башком, чинят мышцы. Квадрат. Все стороны. Там, представьте, что это квадрат. Вдох башком на 4 счета. Пауза на 4 счета. Выдох на 4 счета. И пауза опять на 4 счета. Малама? Можете еще без смены. Могу счет рядлы. И кускичком. Вдох на 4 счета. И раз, и два, и три, и 4. Пауза. Раз, и два, и три, и 4. Выдох. Раз, и два, и три, и 4. Пауза. Раз, и два, и три, и 4. Раз, и два, и три, и 4. Вдох коридор. Пауза. Раз, два, три, 4. Выдох. Раз, два, три, 4. Пауза. Раз, два, три, 4. Добре, а ще понавшись скорості нужачку, бігати в течение минуты. Давайте диафрагма десмет, що додаємо. Шеддакинки, почему мышцами? Балады, таты колен вдох башком, совдох с ложечком, еще пауза, соберем ощупь, колен выдох качком и на 4 счета тоже пауза. Та дыхание вообще ты баштевы, аштевы, малсукулы. Во-первых, сотыля пуш-тест, аштелыш пуш-тест. Внимание для даривал, если каким правильно лыштыс, а слыштыс, а сказ пушкас, ну дарали там, конечно, до того маркер, видимо, уча, дарали плывал не чашкой. И сыник, ще вот пушка декошным плесует. А еще несколько уланы, постоянно мапаш салочком, качком, дурчиком, марашком, а еще жить сахар пистечком, ашмелы, ашмеды,
умшелищке. Осознанности нет. И как раз вот дыхание по квадрату для осознанности. Когда будете почаще это каждое утро делать, например, или так вот на работе устали, начинаете делать, то у вас это придет, во-первых, к спокойствию внутреннему, вы будете себя чувствовать, ощущать. И самое интересное, у вас даже вкус еды или яркость цвета вы будете иначе воспринимать. Все это дает от осознанности. Также, Анджела, показывает, что, например, в продолжении Аликалзе Шиндескамиса, Аликалзе Кушителя Шуланды Дикачки. А что пушка до карочки? Калочка до Шуланды Дикачки. Гордец Чапашка, да? Кыши, калочка до кыши вверх. Кошками горти, каші пульс йосту, що не далі шабункуле. Пушкаде, кошкаде. Каші єршіди, вуре, далі шабункуле. Таври переюсынды кылычкоды. Кычтатын комната, кыча звук ёсты кылычкоды. Мар кылычкоды, коня звук ёсты кычмар. Таври урами потычкоды кылычкоды переюсынды. Мар урамышкоды. Таври городе потычкоды. Городын кылычкоды марклоды. Дез думния звучки шкоды, инбамова чувски шкоды. Никол шкоды, дез думния шкоравсты, маратон кол шкоды. Та приберег шкоды, опять думился шкоды. Городе шкоды. Татышка, мне тычка, пожалуйста. Aștept școde, și un des. Vir serios des. Yirviş des. Yirşide. Odczytać świetły on. I praktycznie szkontać. Praktycznie szkont. Kim marszałis? Kim бабусь это? Просто человек, Илюша, да ты переюсын. Чулам дескалсы да первого пушка да выйде. Спри переюсын, коня ты звук ёсты, клыды. Бачим луйде. Собери отышно поравста клыде. Дачина, а что ты слышал виде? Ты со разница стрелы тушку левалана. Табре аж минус. Диафрагмальное дыхание значно, он накуда свободное.
Упражнення сил. Де уплотніть. Що бачимо, є скачувати? Щоб активное упражнение, если ты научил ходить, то сейчас более спокойное упражнение стали. А что? Это такой план. Ребро. Ну, сейчас говорим. Урглос. Ну, там. Урглос. Это урглос. А швидко буде горни. А не штуки одик. Нам принцеску урглос тащи тошку. Одик. Кик. Ой. А не учали, які є. Все стащені де тащі. Вернути. Один діафрагмальна мишця колесо ужану подсказащі. А лісо озгецьку защищає лишти. Ну, собрать некий сад, ты аж ты снова два лака сейчас было подсказать. Тащи чахле урглостес. И швеле одик. И долги киостес в сторону. Одик. Одик. Прямо физически вот так. Ой. Не. Видеть. Одик. Когда-то новый голос, они создали диафрагмальные мышцы, чтобы собрать ужаный подскос, а чмыми голос мы дальше шоптичком в сторону. Кык, куэнни. И пирожком на дне, видеть малышку, хватить, щилем, ямыс, укмыс, дас. Ну вот, коньяковый дыхание, шукаще глаз коньяковый щози. Ну, а так солен радость тажи. Одик, выдох, кык, пол тажи сучку. И опять как полы. Ну, сейчас, давайте на русском. Не буду вас мучить, сделаю такое вам упражнение. Сейчас танское упражнение сделаем. По кругу. Сделаем, пойдем по кругу, сделаем такое. 2 раза вдох, такой активный, носом. 2 раза выдох. Носом. Молодцы. Идем по кругу. 2 раза. В ту сторону идем. Повернись. Повернись на 180 градусов. Начали. И... Активные вдохи и выдохи. Обязательно окно открыть надо, да. У кого голова закружилась? Остановитесь, посмотрите в одну точку. Все, останавливаем пока. Посмотрите в одну точку. Голова закружилась, если там, потому что это кислород много попадает в наш мозг. Что, пробило нос? Нет. Нет, теперь нет. Теперь поворачиваемся с другой стороны и продолжаем то же самое, но уже на 3 счета. Это значит 1, 2, 3 вдох и 1, 2, 3 выдох. Приготовились. И... Плечи опущены. Плечи спокойны. Спинка ровная, осанка прямая. Представьте, что на голове вы книжку держите. Останавливаемся. Так, отдыхаем, надо работать. Один. В одну точку смотри. У кого еще голова скручивается. Дальше уже на сегодня будем делать. Дальше вы можете 4 раза идете там на работу, на учебу свою, идете по улице и дышите. По лестнице поднимаетесь. Диафрагмальные мышцы начинают работать. Дыхание.
Так, что же мне с вами делать за такой короткий период занятий? Сейчас подумаю, что я вам могу дать. Делаем такие стрелинковской гимнастики, упражнения сделаем. Сделаем вдох на вдох, и ладошки упражнение называется. Так, стоп. Плечи не поднимаем. Вот делайте. Это значит, вы опять дышите включиться. Мне нужно, чтобы вы плечи оставили в покое. И только в ладошки вдох. Молодцы, спинка ровненькая у всех. Хорошо. Теперь сделаем погончики. Это надо гораздо быстрее, это я вам поняла. Понятно, что объяснила. При вдохе всегда там ладошкой, значит. Вот я вам объяснила, да? Но это надо будет вам гораздо быстрее делать и не думать о выдохе, а просто... Это стрелинговская гимнастика. Просто из стрелинговской гимнастики я вам немножко покажу упражнение. Стрелинговская гимнастика, только она помогает работать над диафрагмальной мышцей. Благодаря этой гимнастике, взять пример, у нас в театральном институте стрелинговская гимнастика 4 года мы все это тренировали. Взять Кристину Арбакайте, мама взяла... Алла Пучева взяла Кристину, привела, чтобы она прямо стрелинговской гимнастикой занималась. И после этого у нее вот как раз процесс пошел. И она перед любым выступлением, вообще артист перед любым выступлением, занимается этой стрелинговской гимнастикой. Суть в том, что постоянно надо будет вам вдыхать. Вот я вам показывала медленно вдох и выдох, да? Но теперь вы думаете только о вдохе. И вдох делаете носом такой активный, как будто носом шмыгаете так. Захват такой вот воздуха получается. По 8 раз. Давай попробуем сделать 4 раза. Только вдох делаем. Приготовились. И выдох. Выдох, когда мы делаем вдох, да, там легкий, пассивный вдох идет. Вдох-выдох, вернее, идет. Вот. Я просто успеваю еще вдыхать. И поэтому вот сейчас акцент делаете только на вдохе, а этот выдох у вас пассивный, он будет вдыхать. Суть в чем в стрелинговской гимнастике? Вот чтобы ваше дыхание, оно не здесь в плечах было, как раз над диафрагмой. Вот голос вообще появляется все на сопротивление. Во-первых, надо было тело нам расслабить, да? Мы вначале зажимаемся, скажем себе, потом расслабляемся. На сопротивление мы вначале сильно зажимаемся, расслабляемся. То же самое. Вот когда при вдохе, казалось бы, мы должны грудь полная, дышать полной грудью, да? И легкие тут раздвигаются, а при стрелинговской гимнастике мы будем все это зажимать наоборот, не давать легким увеличиться. Вдох, 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 и потом, когда мы выдох сделаем, у нас легкие, диафрагма, все это у нас начнут работать в объеме. Давайте сейчас попробуем с одного занятия, очень трудно все это понять. Давайте попробуем, как получится. Приготовились. Ладошка. По 8 раз. Приготовились. Не торопитесь. Начинайте активно, захлебываясь, как рыбка в аквариуме. Все, спокойно. Не хватило, остановитесь. Лучше 4 раза можете начать. Приготовились. Еще раз 4 раза. Давайте. Выдох. 4 раза. Выдох. Еще раз. Выдох.
Выдох. Молодцы. Делаем подгончики 4 раза. Выдох. Ага. Молодцы. Поняли суть. Теперь делаем кошечку. Захват направо. Давайте все начнем пошире. Сделайте круг, чтобы не хватали друг друга. Направо, налево. Кошечка называется. Приготовились. И ага, молодцы, по 8 раз делаем, да, все хорошо. Над дыханием поняли, но тут еще кошечки добавьте немножко в мягкие приседания. Хорошо, вы же кошечки мягкие такие. Приготовились. И 8. По квадрату делаем. Если 4 подхода или по 4 раза, по 8 раз. 8 плюс 8, 16 раз, 16 плюс 16, 32 раз, 32 плюс 32, 64. Поняли, да? По 4 подхода. Сейчас мы добавляем до 8. Приготовились. И отдохните немножко. Следующее упражнение. Будем зажимать грудь. Голова закружилась. Ничего, ничего страшного. Кислорода очень много. Просто еще мозг у нас ленивый такой: что такое ты делаешь? Я же никогда такого не делала. Это что такое? Сейчас новое упражнение. И поэтому немножко языки в этом тоже бывают. Поэтому сейчас будем зажимать грудную клетку. Каждый раз при вдохе. И тоже так немножечко руку приседаем. Приготовились. И 8 раз. Молодцы. И еще раз. Активные упражнения должны быть, движения активные должны быть по 32 раза и 64 можете. Стрельниковская гимнастика почему называется? Потому что это автор этой гимнастики сама, конечно, Стрельникова по фамилии, это оперная певица, она в свое время осталась без голоса. И вот лежа уже в кровати, мама тут рядышком помогала, вот она создала эту гимнастику. Врачи, никто не мог ей восстановить голос. И она сама вот такую вот гимнастику придумала, благодаря которой восстановила свой голос. И в этом случае это было до войны, потом после войны уже запатентовать она уже не могла долгое время, и лишь в 70-е годы, где-то ближе к 80-м, запатентовали и уже начали давать в театральных вузах. Сильно не дует тебя? Потому что не продует, а может быть даже там сквозняка не было. Ну, давайте еще минут 15 позанимаемся еще немножко над дыханием. Вот это как раз стрельниковская гимнастика помогает вот эту диафрагмальную мышцу прокачать, благодаря которой вот этой диафрагмальной мышце наш тембр голоса меняется, обертона появляется в голосе. Грудной наш голос. Вот видите, когда я только высоким голосом разговариваю, вот такой голос, только колокольчик, да, он звонкий, конечно, может быть. Вот у меня головной, это по резонаторам я сегодня не буду даже брать, вот головной резонатор у меня вот такой. Но грудной резонатор, когда я трогаю, да, это уже вот диафрагмальная мышца. Поэтому богатство звука, все зависит от нашего правильного дыхания. Следующее еще упражнение давайте я вам покажу. Такую качалку сделаем. Назад голову сильно не опрокидываем, хорошо? Восемь. Еще раз.
Если вы уже увеличиваете, то дома уже до 16, до 32. Приготовились дальше. Не напрягаемся, тело свободно, плечи вот так не зажимаем. Все легко, все легко. И еще одно упражнение покажу. Давайте будем качать насос. Таким образом. Вот видите, уже дальше, ну давайте 16 раз по 4 подхода. Уже дальше у вас легко получается. Приготовились, делаем. Гимнастика для красоты, для молодости и для стройности. Меня измеряют прямо, приходят домой, измеряют, и талия у них исчезает просто каким-то образом. Готовилась еще раз. Ну, я очень много хорошего могу сказать про эту гимнастику, но вот после окончания еще расскажу некоторые примеры. И еще раз. Ну что, молодежь? В общем, смотрите, без разницы, какая очередность будет, да, например, вы поняли, вначале с ладошек, потом погончики, кошечку сделайте, зажмете эту грудную клетку, качалочку эту сделайте и а так можете еще шею направо, голову вернее, то же самое. А когда вдыхаешь, живот должен втягиваться или наоборот? Вообще о выдохе ты не должна думать, ты только думаешь о вдохе. Когда вдыхаешь? Живот, когда при вдохе, живот увеличивается, а при выдохе, ну скажите сейчас, скажите так, ой, ой, и живот при этом увеличиваете. Дышите в живот. Ой, 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 ой. Ой, 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 ух ты, 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 да. При вдохе всегда у нас живот, если у нас живот, посмотрите, девчонки, нас постоянно еще учат, убирай живот, да, убирай живот. Конечно, мы подобрали живот, стали стройными, но посмотрите, куда вдох. Плечи наши поднимаются раз, и куда вдох, то получается. Только включиться. Мы такие стройные, конечно, мы такие динь-динь-динь, колокольчики пошли. Поэтому расслабьте все эти плечи. И только тогда у нас и вдыхайте. Но когда диафрагмально, сейчас прям нарочито вдох вот делайте животом, да? Но оперную певицу, такую худую оперную певицу, знаете? Что у них всегда такая вот, я сейчас Валю Худову представила, тоже она на диафрагмальной мышце тоже так работает. Вот эта диафрагмальная мышца дает силу голоса. И на стрельниковской гимнастике не думайте, куда там живот. Вдох, вдох. И ой, ух ты, как ты сделала, вот у тебя плечи не поднимайте, главное. Благодаря этой гимнастике, ко мне приходил мальчик, который вообще с насморком мучился. Он не мог вдыхать, ему вот это все как-то болезненно было очень. Внутренние там в носу вот эти ткани, видимо, засушивались. И он постоянно пользовался какими-то там еще спиртовыми от насморка, в общем, каплями, да. Он все это во время гимнастики, он просто присаживался, я говорила, все свои возможности делают. Студент тоже.
Но он дома тоже, видимо, самостоятельно, несмотря на это, начал заниматься. На третье занятие он пришел уже без лекарств. И он уже полностью на 100% уже на гимнастике участвовал. Я как-то не обратила внимания, смотрю, он все занимается так. А потом, когда уже на последнем занятии, я говорю, как ты себя чувствуешь, как твой нос? А знаете, он у меня прошел. Я говорю, без лекарств уже, по-моему, хорошо. Вот я, говорю, гимнастикой начал заниматься. Все. Другая женщина у меня, она приходила по мне, она каждый раз говорит, я измеряю, у меня уже на 5 там, сантиметров прямо вот радуется. И вообще для меня лично эта гимнастика, я не буду говорить, сколько мне лет, но я благодаря этой гимнастике, во-первых, 100% здоровье, от этого ничего меня не волнует. И я очень много работаю. И я постоянно в тонусе. Это красота, молодость, гимнастика. И батарея вот этого с утра, например, встанете в 6 утра, желательно в 5:30, на улице, на свежем воздухе, пробежали, сделали там несколько км, пробежали, сделали гимнастику. И у вас настроение на целый день. Вы столько будете успевать, что вот все. На сегодня это все секреты, которые я, скажем, отдыхать вам дала. А если так серьезно уже заниматься вы хотите, то или можете ко мне на тренинг прийти. Рекомендую КПРС уход в индивидуальном порядке, что Но индивидуальное, да, ну, знаете, как мы можем сказать, я что могу предложить так, в этом случае, дорогие, да, я что могу предложить? Если тренинги проводить, это будет для вас очень дорого. Ну как дорого? 7500 это у меня там стоит, где я провожу в Вальгрине 18 часов. 7500. Я могу, например, ставку намного уменьшить. Если вы вот так вот уже в составе вот все будете ходить, ну, например, час работы по 200 рублей, это вот так вот, а час индивидуальной консультации я даю 1250, 1300 у меня стоит. Если вот так вот, если вот уже группа собранная, которая вот она прямо вот ходит ко мне, вот я на такой вариант. Занятий, ну, надо, знаете, хотя бы 6 занятий это точно надо будет. Потому что, смотрите, я вам буду давать на занятии, что я даю. Ну, во-первых, над дыханием мы работаем активно, потому что диафрагмальные мышцы мы должны прокачать. Второе, значит, помимо этого, мы работаем над звукоизвлечением. Мы познаем, что такое резонаторы наши, где вообще рождается звук. Какой голос, значит, где вверху, в среднем и грудном, какой над грудным резонатором работаем. Что такое грудной голос? И в основном, вот девочки, конечно, у мальчиков как-то насчет этого лучше, у них грудной голос есть, у большинства. А у девочек грудной голос у нас теряется, нету просто по природе. Он остается такой детский голос. Сами взрослеем, а голос там же остается. Потом я очень работаю много со страхом публичного выступления, над интонированием. По актерскому мастерству даю много упражнений. По актерскому мастерству, например, мы будем работать над той же интонацией, над действием. Как мы будем над подачей голоса работать? Помимо этого, жестами, конечно, будем работать. Какие жесты при выступлении выигрышные, какие, значит, наоборот, нельзя ни в коем случае показывать, работать с такими жестами. Много чего. Я каждый раз работаю, знаете, не с готовой лекции, так прихожу и вот эту лекцию сейчас читаю. Я всегда прихожу очень так открыто, искренне, потому что я в этой теме и глубоко, и широко уже накопала, да, и всегда исходя от запроса вот, группы действий. Как истории вкусно рассказывать тоже. У меня прям там очень хороший пример, например, как свои истории рассказывать, как это снимать вкусное кино, каким образом, какие там есть секреты. Знаете, надо, чтобы группа Люколов, даже если вот не эти. Да? Ну, у вас, если в этом зале же, да? Да. Зал не надо снимать и прочее. В Эльгрине это просто для студентов, но студенты тоже приходят вот ко мне, да? Но это 7500 стоит. Поэтому вы можете как-то вот
по 200 рублей там. Но это минимум. Это очень маленькая сумма. Ну, давайте пока на 6 занятий верашком. На Или, 6. если что, можем вас продолжить. На 6 А занятий, если да? что-то дадут у вас? Да. Периодичностью какой? С периодичностью 2 раза в неделю. Если же мы начинаем заниматься, да, 6, вот как раз 6 занятий 2 раза в неделю, По 1 часу получается. по одному, ну по 2 часа, может, один час ожитлось, по 2 часа. По 2 часа. Давайте на расписание Сучкова. Вот у меня свободный зал, потому что от зала еще зависит. И вот Викторічку клуб, потому что опять Ваньцы вроде вот Ну, меня Ваньцы вот совершенно Лукаш послал, что я Лукаш кишкала. Ну, нам, знаешь, коня виска только Вань, нам мали тоже вот, до 18 ноября, потом кена виска Вань. Ну, вот он какой-то, вот, с 18 ноября уже нам там тренинг запускали, но на том лоне Эльгринена. Декабрь, вот до 18 ноября, вот это еще что-то я могу, а все остальное... просто коня часы. Ты же ты сыграл пачку. А я не разрешила. Ну, докапываю, чтобы залаживать. Ну, кучу мудрилось. Это абсолютно это ваше желание, да, потому что нам на самом-то деле до Нового года просто тоже переполненный. Скажем, мужгаларничку, выходной сыкуналы, А так мы будем жить как бы приманечку, да? Джит-юсы, кроме вторника и четверга. Он еще немножко на детской время, тогда я могу. Ну, в принципе, вот понедельник, среда нам удобно. Вот понедельник, среда нам удобно. Это Но до 18 ноября. С 8 18 часов получается до 10. Нормально? До 10. С 8 часов? Давайте с 7 хотя бы. Давайте с 7. Потому что даже с 7, в 6, как обычно, рабочее такое состояние с 18:30, с половины 7. 7 часов. Понедельник, среда. Да. 7 часов уже Таня, состояние такой сонности и немножко уже активность пропадает. Это тоже надо где-то 18:30, они приходят еще более-менее такие рабочие. А потом уже все состояние падает. Ну или в 7 часов, если начать, 2 часа. Ну вот в 7 часов До в 9. четверг, например. Или даже там В пока. 7 часов в четверг могу. Перед четверг в 7 часов как? Нормально? В 7 часов в Можно четверг нормально? можно еще, да? Например. И вторник в 7 часов тогда. Да, да. Да, нормально? Нормально. Мы потому что еще Так, думаю, да, что Зарежешь ты? Ну, ты дорого тогда. Наташа Тарагова. Ну, кем богатые, знаете? Ну, если что, может, в крючке следующий потоке. А Марта надо там вечернюю уже съесть. Идея тестовичка. Ну ладно. В общем-то, на лыты я думаю, тоже Давайте, важно. да, вершком Уже. еще. Да, кошмар богатуды абсолютно есть кивать, ну, когда Кстати, там тоже хоть в четверг, так свободная, да? Вот в чем еще проблема. А если Агниазов пол, например, ну или кукену кипол, кукену випол. Кошелос дырды. Он подстроюсь. До 18 ноября желательно вот кошелос Я по времени. Кошелет кошмар работает. Все. Ну, ладно, там что, Да. давайте общий Чтобы на предмет. это Да,